Мы редко замечаем, что нас со всех сторон окружают социальные институты, которые созданы нами самими. Общение, урегулирование конфликтов, права и обязанности, организованное использование принуждения и насилия – все это элементы социальной конструкции, которая называется государством. У меня есть три основные идеи. Первое. Государство и его институты – относительно новая конструкция, своего рода современная технология. Государство, как система организации, приобрело нынешнюю форму в 17 веке, после заключения Вестфальского мира, который положил конец кровопролитным религиозным войнам. Тогда шла война всех против всех, которая привела к катастрофическим последствиям и выкосила больше половины населения Европы. Самое важное, что в системе государств каждое государство должно обладать суверенитетом. Суверенитет на своей территории означает, что другие государства не имеют права вмешиваться в его внутренние дела. На сегодняшний день почти треть территории земного шара не имеют государства. Хаос и война там частые гости. Второе. Государство может или открыть двери для развития, или может стать инструментом репрессий и подавления инакомыслящих. Есть несколько ключевых условий для создания государства для развития. В первую очередь, нельзя позволить одному человеку или группе людей получить полный безраздельный контроль над государством. Государство – это конструкция для продвижения интересов всех, общих интересов, а не частных интересов отдельных лиц. Во-вторых, в государстве должны соблюдаться простые, понятные правила, а также должно существовать реальное разделение между законодательной властью, парламентом, исполнительной властью, правительством и судебной властью. Только такое реальное разделение властей может предотвратить контроль над государством со стороны группы лиц и обеспечить всем равные возможности развития. Если один человек обладает полным контролем над институтами государства, этот человек или группа лиц наверняка навяжут нам свои правила игры и будут использовать государство в своих личных, собственных интересах. Не получится ли у нас тогда репрессивное государство, в котором мы с вами не сможем сменить власть демократическим путем? И разве этот человек или группа лиц знают правду лучше, чем мы с вами? И все-таки, что такое государство? Государство – это мы все. Моя третья идея заключается в том, что без постоянного, прямого участия всех нас, без постоянной мобилизации для защиты наших общих с вами интересов, государство становится инструментом репрессий, который используется в частных интересах, а не в интересах всех нас.